лица компании о завершении этапа процедуры банкротства с вынесением определения арбитражного суда. Для начала расскажите, пожалуйста, как вы оказались в долговой яме и как поняли, что не сможете в дальнейшем оплачивать ваши обязательства? Ну, спасибо за поздравление, реально облегчение такое серьезное, что это теперь юридически подкреплено. Ну, оказались как занимались предпринимательской деятельностью в одном направлении, в другом, все успешно, и вот то, которое стало приносить больше дивидендов, начали развивать, начали включаться в новые контракты, которые в свою очередь привели к образованию больших задолженностей, приходилось наращивать и увеличивать оборотные средства, привлекать заемные средства, частично которые получилось вернуть, частично получилось восстановить и предпринимательскую деятельность. Уже оборотов не хватало, все равно объемов гасить вовремя кредиты. Мы продолжали гасить, параллельно даже новую сферу деятельности открыли, чтобы все это как-то упрощать, но этого тоже не хватало. Свернули, оставили вот это одно единственное и поняли, что без ликвидации вот этих вот долгов, которые невозможно тянуть, уже деваться некуда. И главной причиной явилось то, что вот этот главный основной контракт, к которому мы пришли, оказался не выплачен, и условие выплаты было одно единственное простое. Друзья, готовы на наши условия? Мы вам пойдем навстречу. Нет, тогда мы не знаем, что делать, как вам помочь. Пытались ли вы сами решить проблему? Ну, как вы уже сказали, Конечно, законным способом, да, документы, суды, все как положено. То есть все-таки у вас основные долги это были по вашей коммерческой деятельности, правильно понимаю? Все только по коммерческой кредиторы, деятельности. то есть это не банковские представители, не заемные средства, которые у вас были, да? Что имеете в виду? Ну, я имею в виду, это не кредитные какие-то потребительские кредиты, кредитные карты, то есть это именно те обязательства, которые вы не выполнили в рамках коммерческой деятельности. Нет, конечно, у меня не выполнены именно кредитные обязательства, потому что они привлекались для того, чтобы покрывать, как-то подпитать ваш бизнес. закрывать нехватку оборотов из бизнеса. Поняла вас. Но как-то пытались все-таки с вашими банками, с кредиторами решить вопрос по реструктуризации? Конечно, введено ряд практически со всеми банками реструктуризации введена там с основными такими объемными долгами. Были они реструктуризированы и продолжали уже, вошли в новое, так сказать, в новое русло. Вроде как бы думали, что ну все, мы сейчас на этой волне немножко выйдем, но все равно не смогли. Не получилось у вас, да, вытянуть данное обязательство. Как узнали вообще о банкротстве, о данном законе, о процедуре самой? Слушайте, а я продал недвижимость свою, единственную, которая была, о чем сейчас жалею сильно. За счет этого погасил тело долга по кредиторам, распределил там частями. Замечательный Сбербанк, красавцы, ошибочно приняли не всю сумму, озвучили мне, часть долга у них еще осталась. То есть я пришел к ним закрыть долг, чтобы у них самый большой высокий процент был по кредиту у меня. Я выбирал максимально дорогого кредита к менее максимально дешевого. И все равно не хватило, и этого тоже. И после того, как я это реализовал уже имущество, узнал о том, что закон принят. Посмотрел законы, сам почитал, обратился к одним товарищам, мне там по ушам проехали, я все это не поверил. Где-то, наверное, уже в начале года, по-моему, 16-го я обратился к вам. 16-го, да. Вот. Сейчас закон был принят в конце 15-го года, насколько не ошибаюсь. Да, в октябре. И вот примерно вот это время, как раз вот, когда я все это реализовал, был не уверен, продолжал платить, пришел к вам, когда я все равно платил, был в графике платежей, у меня было все прекрасно, кредитную историю восстановил, но это был путь в никуда. Все, то есть я платил отовсюду, откуда мог, то есть это вот такие красные глаза постоянно, вот, все, что мог, все везде. Еще и коллекторы звонят. Это был вообще трэш. Поняла вас. Причем не только для меня, для всех вокруг. То есть еще и родных, близких беспокоит. Кого могли, только вот кто что-нибудь скажет, сразу звонили и безостановочно. Им только дай телефон, сразу туда вот. Это был ужас для всех. Почему вы к нам решили обратиться? Как вообще на нашу компанию вышли? Откуда А вы знаете, вот я когда анализировал ситуацию по поводу этого возможности банкротства, общался, приходил также, да, задавал вопросы, как, где, есть ли у вас опыт, есть ли у вас еще что-то. Зачастую видел какие-то кабинетики маленькие, там, знаете, такие душные. Доверие не внушало.
Вот. И когда к вам пришел, у вас серьезная организация, сразу объяснили, что это процесс долгий, что это не может стоить там 30-50 тысяч рублей, что это стоит определенную сумму денег, определенные затраты идут, определенные производства судебные. Ну и стало понятно, что да, здесь люди знают, чем занимаются. Рассказывать не стали. Да, то есть реально сразу обозначили, что все сроки длинные, результат неизвестен, может быть так и так, что вот сейчас только этот начался законопроект, таких вот накатанных еще и практик нету. Поэтому, что делать? Давайте. Как вам, довольны ли вы остались сотрудничеством с нашей компанией? Очень, очень супер у вас организованы все процессы. Спасибо. И огромный плюс это вот то, что переадресация, вот изначально, да, когда глоток воздуха и кислорода, когда ты переадресацию делаешь, и все, ваши сотрудники рассказывают уже банковским клеркам, что, друзья, значит, это производство, все, не беспокойтесь, и здесь уже стало легче. И все равно были звонки страшные, там, сейчас придем, все отберем, звонили, приходили к вам, рассказывали, что беда, придут, отберут, не знаю, по голове ударят. Вы успокаивали, говорили, что это не может быть такого, все в порядке, никому ничего не платите, действуем согласно процедуре, все в порядке. Ну да, коллекторы сейчас с фантазией работают. Очень пугают страшными там такие на той стороне звуки происходят. Как будто там кого-то к креслу привязали и там нож у горла. Ну они, да, умеют активно работать в этом направлении. Насколько проблематично для вас было подготовиться, собрать все необходимые документы вот на самом первом этапе? Насколько это было сложно для вас? Слушайте, вы знаете, ввиду того, что я вел предпринимательскую деятельность, поэтому все документы были всегда под рукой. Наличие, то есть... Да, то есть вы сказали, пакет документов я его собрал, поднял, вам привез, как бы здесь сложности не было. Единственное, проехал по банкам, взял справки, обновленные, и все. Вам подавался также список документов, да? То есть были какие-то сложности, что-то не хватало или что-то вы не понимали, какие документы нужно собирать? Не, ну конечно вопросы были, но ваши ребята сразу отвечали, все было понятно, куда где что взять. Какие-либо проблемы другие возникали у вас по ходу ведения процедуры? Наверное, по включению в реестр должников кредиторов. Но здесь тоже обозначили, кто в какой последовательности, в каком промежутке это делает. То есть какие-то неожиданности все равно были, да, на этапе, конечно, с которыми вы не были изначально подготовлены? Однозначно. Какие ожидания у вас были, когда вы начали входить в данную процедуру, когда вы оформили уже с нами договор, первоначально на первом этапе? Вы знаете, сразу спросил, говорю, вот давайте мы с вами сейчас все проделаем, если ничего не получится, что делать? Мне сказали, не переживайте, в любом случае результат будет. Даже если вам откажут в банкротстве, вы получите беспроцентную рассрочку на выплату, там, то есть какое-то соглашение по судебному решению, по которому вы комфортно будете выплачивать остаток задолженности и будете хотя бы жить нормально. И не будет у вас этого страшного бессонных ночей и выхода за дверь. То есть вы хотели какой-то результат, либо списание, либо какую-то реструктуризацию провести, да, с каким-то более комфортными для себя условиями? Конечно, потому что уже выхода не было для меня. Как оцениваете соизмерность затрат на банкротство по сравнению с выгодой от списания? Ну, вы знаете, вот этот процесс был долгий, и за это время, там больше года, по-моему, длился. Сейчас, ввиду отсутствия этих платежей, удалось нормализовать, нормально как бы вернуться в целом, в физическое и моральное состояние, и даже как-то сделать какой-то шаг вперед. То есть, в принципе, затраты соизмеримы, правильно понимаю? Действительно, окупились полностью. Здесь они, да, и даже принесли больше дивиденды. Вопрос есть такой интересный. Как узнали, что когда узнали, что долг с вас списывают, что подумали в этот момент? Какие первые у вас ощущения были? Вы знаете, меня подготовили так, я как-то приезжал к вам недавно, и мне сказали, что все, вот сейчас будет следующая там процедура заседания, потом вот будет встреча и будет решение положительное. Я так, откуда вы знаете? Говорят, сколько там, скорее всего, будет положительное. И вот я тогда думал, слава богу. То есть, в принципе, я сегодня уже был готов к тому, что все это будет успешно. Мы как заранее подготовили, все так уверены были, что все это будет. Конечно, ждал уже финального и вот этого основания судебного решения самого. Но это здорово, что я теперь могу спокойно взять, пойти в банк, открыть счет и положить туда деньги и не думать о том, что придет сейчас судебный пристав, все арестует, спишет, там минус будет сумасшедший. И телефон молчит. Телефон молчит, слава богу. Поняла. И можно ответить на любой
неопределяющийся номер. Потому что когда раньше я увидел, господи, особенно когда ты где-то на встрече или с кем-то рядом, а чего ты не отвечаешь? И вот давай рассказывай, что там у тебя за прошлое, там, что у тебя вот такие проблемы. И очень приятно тоже. Что можете посоветовать люди, которые попали в схожую с вами ситуацию? Знаете, вот изначально, наверное, если это касается бизнеса, то здесь всегда риск. Если попали, надо как можно скорее понять, что все, выхода нет, и действовать. Или, на будущее, конечно, надо анализировать как-то более детально и предусматривать такие варианты, что тебе за твои услуги не оплатят деньги вообще. И быть к этому готовым. Будете рекомендовать компанию «Кредитный юрист» своим друзьям? Только вас и все, больше никого. Спасибо. Ну а вообще какие пожелания еще от вас лично, да, тоже не по тематике наших вопросов, хотели бы пожелать действительно людям, которые, либо, может быть, посоветовать, были какие-то ошибки, которые бы вы хотели как-то избежать, может быть, там раньше обратиться к юристам за помощью, за консультацией, то есть ваши личные какие-то пожелания? Вот, как я уже вам рассказал, сразу не побежал как-то вот, заниматься банкротством, начал искать пути решения самостоятельного выхода из ситуации. И вот в том числе привлекая все свое имущество. То есть для меня самая большая глобальная ошибка, я реализовал все свое имущество, которое мог. Это недвижимость, транспорт, и пытался уменьшить тело кредита. Конечно, это сделал, там какое-то время мне это помогло, но стратегически эта проблема не решила. То есть все равно нужен был поток денег, доход, который будет идти в погашение задолженности, и на развитие ничего нет. И такая некая стагнация пошла. Даже при уменьшении тела кредита. Сразу бы осознал, что все, тебе конец, то, наверное, и сохранил бы имущество свое. Так то есть лучше сразу обращаться к экспертам, чтобы я думаю, знать все плюсы и минусы. Все, спасибо большое, еще раз вас поздравляю. Спасибо. Всего хорошего.